Так. Ответственный момент. Сейчас важно вытянуть. Здесь работают у нас оба участника команды. Итак, уже мама приближается к финишу, к тому моменту, где можно наконец-то ногами коснуться земли. Так, все, встаем, бежим. Бегом идем к точке финиша. Задание выполнено первой командой. Фиксируем время. Не знаю, пока много это или мало, но такое оно есть. Да, 17:20. Это было зрелищно. Местами это было страшно, когда люди побежали к обрыву. Это, да, был такой всплеск адреналина, но тем не менее мы увидели, как нужно проходить испытания. И сейчас посмотрим, как вторая семья, вторая команда с этим справится. Быстрее или медленнее, покажет время. Представим, что вот этой зеленой замечательной веревки судейской страховки нет. И вам, Леонид, нужно будет разобраться с тем, чтобы там внизу, допустим, журчит ручей. И чтобы не простудить Ольгу и сына, а вам нужно устроить навесную переправу с минимальными, скажем так, штрафными баллами. Мы уже готовы, ждем отмашки для старта. Дмитрий инструктирует семью отца семейства на старте, рассказывает, показывает, как, что нужно будет делать. Ну, а наша задача простая. Мы стоим здесь, фиксируем время и любуемся красивыми живописными кадрами природы. На старт! Внимание! Марш! Итак, Леонид завязывает фламандский узел. Надо отметить, что все участники этих состязаний делают это в первый раз. То есть первый раз они обвязывают дерево для натягивания веревочной переправы, первый раз они будут вязать узлы, первый раз они делали какие-то вот на предыдущем испытании волокуши, носилки. То есть это все они в жизни не делали. Поэтому, конечно, есть определенная сложность, но это бесценный опыт, бесценные впечатления. И, конечно же, работа всей семьи здесь имеет очень большое значение. Да, быстрее лезай. Да, здесь карабинную давку вяжи. А у меня где свободный карабин? Ну, бери любой отсюда. Восьмерку к себе цепляй пока. И поднимайте выше. Сейчас. Теперь ждите, когда они там застегнут. Сложность этого испытания заключается в том, что работа ведется одновременно на двух точках переправы, на старте, на финише. Кроме того, задействованы несколько веревок. И, конечно, это привносит определенные сложности, потому что нужно там завязать, здесь натянуть, также зафиксировать веревку с бегунком. Координация между членами команды происходит просто криком, голосом. Вот мы видим подтверждение, на той стороне веревка завязана, а папе остается только натянуть как следует ее здесь. Нет, вот такой надо сделать. Не, вот так. Чем сильнее натяжение веревки, тем проще и быстрее будет преодолеть это расстояние. Так, идет обвязка вокруг дерева в несколько витков, конечно же. Вот в эту петлю. Вот эту петлю ты потом оденешь вот Карабин. на карабин. Понял? Ты его размуфтуешь, оденешь карабин, оденешь фламандскую петлю сюда в карабин, его обратно замуфтуешь и сам переправишься. Ольга, кстати, по-моему, поняла последовательность лучше всех. Не математику преподаете? Нет, я математику не преподаю, я воспитатель, я воспитываю. Вот, а математику очень любила в школе и как бы вроде как дружу. Так, да, подготовительный этап на точке финиша достаточно трудоемкий и сложный. Мы видим, как много нужно сделать действий, чтобы все прошло правильно. Готовы! Так, рюкзак преодолевает самый опасный участок. Слышно, как он трещит по швам от страха, но тем не менее очень быстро он
проходит дистанцию. Так, 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 так. Все, вещи переправлены. Подожди. Ага, давай. Центральный бегунку. Еще. Здорово. Это центрально. Терпи, зайка мой. Все, сына. Все? Все. Замуставала? Зеленая веревка. Леня, не торопись, пожалуйста. Так, страховочную веревку сейчас упустишь, Елизар. За дерево надо было завести. У Ольги очень героическое лицо, очень героическое. На самом деле, учитывая то, что она боится высоты. Двумя руками. И теперь, по сути, это просто аттракцион. Просто аттракцион по переправлению человека. Итак, почти касание. Так, есть касание земли. Встаем на ножки. И идем к дереву со всеми прикрепленными, пристегнутыми карабинами. Так, этап отстежки идет сейчас у нас. Теперь просто страховка и центральный карабин. Не замуфтовал. Стегивай, замуфтуй тоже. Ее тоже за этот карабин, да? Готов? Все, продолжаем аттракцион. Прекрасные виды здесь. Замечательное судоходство на реке. Мы видим даже паром. Так, еще чуть-чуть. Так, все, встаем на ноги. Это значит, что веревочный этап подходит к концу. Бежим к дереву. Отстегиваемся. И финальная часть – это возвращение, вытягивание веревки. И осталось им расстегнуть вот этот, вернее вытянуть веревку. Да, карабинную давку и освободить полностью веревку, чтобы она тут не осталась навеки вечной, получается. Ну, в целом, наверное, неплохо. Неплохо. У вас там были перехлестки, поэтому... Да, я понял. Да, тяжело развязывается узел, но тем не менее это последний узел, который нужно развязать на этом испытании. Итак, вытягивание веревки. Не трите об дерево, у вас и так трения хватает. Как только тот конец окажется у вас здесь, мы остановим время. Кого и той веревки. Все, запутали. Так, неожиданность. Прямо по центру веревки возник узел, который усложняет это все. Неожиданное препятствие. Казалось бы, все шло так хорошо. Нет, стой! Почему? Я развяжу сейчас? Нормально, ты сейчас туда не имеешь права туда проходить. Я должен Он может как-то развязаться в любой момент. этап завершить должен. Со страховкой. Так, неожиданная затрата времени для того, чтобы добраться до узла. Страховочную. Валя, ты отпусти. А вы это опустите, чтобы ему было легче достать. Опустите. Так, все, внезапное дополнительное задание. Развязать запутавшуюся веревку. Да, такое бывает. Ничего страшного, все решаемо. Узел развязан. Итак, продолжаем. Так, все, теперь активно тянем всей семьей. Тянем. Веревочка уже идет к нам. Остались считанные секунды. Так. Вот она. Приготовились финишировать. И... Опа! Все, время зафиксировано. Молодцы. Несмотря ни на что, испытание было пройдено. Вот за такое время, друзья. 17:07.
Завершился такой динамичный достаточно. Адреналиновый. Да, местами даже для инструкторов. Вот, а получается, что никто из участников никогда этого не делал в жизни. То есть я даже вот когда объясняли, я где-то со второго или третьего раза... Нам было просто непонятно, что нужно делать, как это делать. Очень много веревок, нужно что-то перевязаться, туда перейти, там подвязать, здесь затянуть. В общем, участникам очень сложно. И надо отметить, что разница во времени вообще, да, Она минимальна. Секунды, да. Да, то есть несколько секунд, действительно, интрига. Поэтому интрига сохраняется. И сейчас все участники веревки сматывают. И буквально через полкилометра нас ожидает еще один, я думаю, еще более захватывающий этап. Экстремальный адреналиновый. Возможно, перед ним нас ожидает обед, потому что время уже обеденное. Мы с Русланом проголодались, потому что мы за всех участников переживаем и тратим калории, не проходя испытания. Такое тоже бывает, друзья. Вот, ну и еще раз хотелось бы напомнить, где мы находимся. Это местность около села Иланка. Вот обратите внимание, вот там паром идет. Вот там паром. Красивая река. Сегодня она очень спокойная. Температура 30 градусов жары. Мы сейчас были на солнце, и, по-моему, на следующем этапе тоже будем на солнце. Да, сегодня очень жаркий солнечный день. Это, я не знаю, хорошо это скорее или плохо, но, по крайней мере, мы не страдаем от холода, от ветра, от дождя, что немаловажно. И следующий этап, да, мне кажется, на склоне, это пройдет прямо на солнце. Ну, большая половина дня уже прошла, сейчас солнышко пойдет на убыль, будет немножечко прохладнеть к вечеру. Я думаю, что все пройдет по плану, все пройдет прекрасно сегодня. Ну, я думаю, что участники были бы, кстати, довольны, если бы был водный этап, да? Да, в такую жару водный этап, это было бы просто спасение от жары, разнообразие. Но в этом сезоне он не предусмотрен. Кто знает, может быть, следующий сезон будет полностью состоять из водных этапов, заплывы, ныряние. И я скажу, что будет плюс 10 градусов. Да, и вот это будет ветер. как раз не кстати. Ну, что поделать, Вот так. таковы превратности природы. Да, двигаемся дальше. Кстати, друзья, здесь мы проходим. Это не только живописные места, но еще и достопримечательность еще в том, что здесь снимали фильм «Тыгын-Дархан». Вот. Это часть, получается, сценического оформления. Да, вот смотрите какой. Вот здесь, вот он, жертвенный огонь был. И вот этот панораму, смотрите, все видно. Так, кантер есть-то? Как они там стоят? Надо смотреть. Не помню. Вот вы можете видеть за моей спиной действительно достаточно серьезный спуск, который у нас будет подъемом после этого испытания. То есть он сам по себе как испытание. А если посмотреть действительно вдаль по тропинке, то мы видим, как она спускается практически к реке. Вот те маленькие фигурочки — это наши участники. То есть сам спуск, он довольно интересный, техничный, ну и, в общем-то, немножечко даже опасный. Мы идем к очередному испытанию. Это будет спуск с вертикальной скалы. Насколько я знаю, он будет выше 10 метров, вроде как озвучено. Сейчас мы придем на локацию и посмотрим, как это будет выглядеть вблизи. Но радует одно, это испытание одно из самых зрелищных, одно из самых сложных, после него все остальное будет простое. И, конечно же, сегодня нас ждет возвращение в базовый лагерь с вкусным ужином, обсуждением испытаний этого дня, безусловно, с обменом впечатлениями, ну и с дружеским общением у костра. Фу, со всех сторон жарит. Да, погода сегодня прям летняя, июльская. Лето наконец-то нас порадовало жарой. Уже который день подряд стоит такая жара. Здесь совсем близко река. Очень хочется окунуться. Думаю, вечером придется хотя бы ополоснуться, если не искупаться. Но сейчас этого действительно не хватает. Мне кажется, я сейчас нырну. Все равно вся одежда высохнет сразу. Да, это был бы прекрасный бонус.
Друзья, мы находимся перед одним из самых сложных испытаний, по крайней мере, выглядит это очень страшно. Это спуск с вертикальной скалы. И здесь у нас произошел интересный случай. Одна из участниц выразила свое желание не участвовать в этом испытании. Оль, что случилось? Скажи, пожалуйста, почему такое решение? К сожалению, я чувствую себя не очень хорошо. Как бы если на переправе я поборола свой страх, да, то здесь был слишком крутой спуск, слишком... В общем, мне стало не очень хорошо. Меня затошнило, я панически боюсь высоты, поэтому вот прям глядя на это испытание, я прям вижу, что я его не осилю и рисковать своей жизнью и, как говорится, всеми ведущими как-то не очень хочется, поэтому прошу прощения, но я физически не могу. Оль, на самом деле ничего страшного в этом нет. Мы не будем снимать это испытание, то есть не будем снимать вашу семью с испытания. А остальные участники обязательно пройдут этот спуск. Такое бывает, друзья, потому что действительно смотришь на такую скалу и страшно от одной мысли, что можно стоять в какой-то момент там, потом еще преодолеть себя, спуститься. Это действительно очень тяжело психологически. После того, что сегодня мы уже прошли, это были и подъемы, и спуски, и носилки. Здесь могут сдать какие-то последние нервные клетки, физические силы могут покинуть человека, и может произойти то, чего мы боялись. Кто-то откажется от испытания. Это ничего страшного не означает, это просто, что семья осталась без одного участника, но двое из них, я уверен, они достойно пройдут это испытание. Смотрим, будет очень-очень интересно. А сейчас мы видим, как первая семья поднимается на точку старта. Здесь протянута веревка, собирается подниматься, да. Подъем будет на жумарах. Это специальное устройство для того, чтобы подтягиваться на веревке. За угол заходит веревка, и там практически вертикальный спуск. Называется он камин на языке скалолазов. И стартовая площадка, она вмещает несколько человек. Я думаю, там можно будет сделать шикарные фотографии, но от адреналина там будет все зашкаливать, дрожать. У нас будет там находиться Руслан Ачиров, который будет снимать. Так, это было сложно, но я залез. Сначала туда залез. На старт. Внимание, марш! Очень быстро они устремились вверх. Друзья, это был фальш-старт. А знаете почему? Потому что все три участника ринулись в штурм одновременно. Хотя правила скалолазания гласят о том, что на веревке в какой-то момент времени должен быть один человек. Поднимается папа, кричит на месте, или веревка свободна, и поднимается следующий участник. На старт. Внимание, марш! Не застегиваться можно? Вот это правильный старт, остальные ждут сигнала. Сейчас нам нужно соблюдать тишину, чтобы услышать, как первый участник, в данном случае папа Станислав, крикнет, что может стартовать следующий. Оп, осторожно. Синий карбин, да. Трасса свободна! Все, пошла свободно. Итак, примерно около минуты понадобилось папе, чтобы подняться. Я думаю, что приблизительное время дочери будет такое же, то есть порядка 2 минут, я думаю, займет подъем у 2 членов семьи, и еще мама минутка. Итого за 3 минуты можно получить такую дозу адреналина, которая в городе, например, и не снилась. Ну, вот там по лестнице пошла бы. Тоже в этот же, да? Сюда же в карбин, да? Да, у них получилось минута 58 у 2 членов семьи Филипповых. Сейчас стартанула мама. Я думаю, как мы и рассчитывали, примерно будет 3-минутное время подъема. Но важный момент, здесь по бальному ранжиру семья Филипповых получает 2 балла из испытания, потому что все участники поднялись, и семья
Сколкиных получает 1 балл, потому что мама отказалась от испытания. В отказе нет ничего страшного, все-таки есть какие-то психологические нюансы. Мы это все прекрасно понимаем. Я думаю, что раз уж они дошли до этого испытания, это уже победа. Ого. Левее. Левее иди, налево иди. Ой, я забыл. Это почему без карабина? Зацепляйтесь. Я уже. Страховку. Найди второй Синий карабин. карабин. Синий. Свободным усом. Мы с Дмитрием находимся сейчас прямо под отвесной вертикальной скалой. Петр Семенович и Евгений будут страховать спускающихся. Все готово, квадрокоптер готов. Вторая семья в ожидании, в трепете от того, что же сейчас будет происходить. Руслан находится наверху, уверен, будут сказочные кадры. И мы ждем отмашки на старт. Готовы! Внимание! Время! Ну что? Ты что? Не, надо вот медленно все становится. Может, как бы сколько у него такая, у меня такая. Помещи туда? Ой, все. Вау, вау, вот это да, мастер-класс. Показывает хоп длинными движениями. Вот он внизу финишировал. Внимание, он должен крикнуть: веревка свободна сейчас. Обязательно нужно правильно и быстро отстегнуться. Мне страшно, не могу. Давай, давай, давай. Норм все. Давай, доча, сможешь. Спокойненько. Веревку не отпускаем. Это просто нереально быстро. Это опыт или жажда победы? Нет, я впервые такой. Это второй раз выходит. Я там на скалодроме я один раз пробовал. Здесь попробовал попрыгнуть. Там я не прыгал, здесь прыгнул. И это получилось, Да, судя это по всему. получилось, да. И эффект очень хороший. Да, Адреналин. были огромные расстояния Да, преодолены. словами не передать, да, это надо почувствовать. Вообще красота. Супер. Когда, да, когда от скалы начинаешь отталкиваться, и ты на воздухе как птица. Чувство свободного Свобода падения, полета. да, падение еще. И падение, да, это здорово. Я думаю, сейчас наши телезрители, и не только телезрители, а даже скалолазы завидуют этому спуску. Опора больше будет. Во-во-во, пошире ноги. Веревку, веревку. Смотрите, друзья, мы видим, как действительно тяжело делать первые шаги, как вообще психологически это сложно. Давай, толкайся ногами, толкайся. Так. Толкайся ногами. Готовим фиксацию. Еще, сильнее. Молодец, отлично. Толкайся, Чуть-чуть осталось. Назад беги, сюда. Так, мы останавливаем хронометр по команде «Веревка свободна», то есть нужно отстегнуться, обязательно освободить веревку, это одно из правил. Как только мы услышим «Веревка свободна», Веревка свободна. хоп, вот и время двух участников семьи. Свободно! 4 минуты 17 секунд. Готовьте маму бонусом. Сейчас сюда еще отец с сыном придут. Ага. Иди обратно. Ну, Женя, нет места. Камни не скидывайте, пожалуйста. Ногами, назад. Сейчас. Во, шире ноги, шире. Шире ноги оставляйте. Шире Шире опора будет больше. Во-во-во, вот так. Рушейки сильно толкнись. Сильно толкай. Во, еще сильнее. Пальцы можешь затянуть. Да. Руки осторожно. Есть земля, касание земли, Да! отстегнуться. Вы видели, насколько это непросто, насколько это интересно, зрелищно, такой вот спуск по вертикальной скале. Сейчас отстегивается мама, и следующая команда, команда Солкиных, готовится к подъему на Жумарах, на стартовую точку. На старт, внимание, марш!
Саня, они пошли вверх! Так, сейчас у нас Леонид поднимается. Так, вот второй участник быстро пристегнулся. Так. Мне кажется, у него рабочая рука левая, потому что жумар он держит левой рукой. Ну, не знаю, главное, чтобы успешно добрался. Не торопись, Ильдар, нормально. Не закрепил. Вот. Этот снимай. Вот тут снимай. Снял. Финиш! 2 минуты 25 секунд, и это время больше, чем у команды Филипповых, но из расчета по 2 участникам. Ну что ж, сейчас мы ждем подготовки наверху и будем снимать эпичные кадры спуска 2 участников семьи Солкиных. Пройдемте на смотровую точку.